Chiedo prudenza per la prudenza. А ты чего не, наверное? Тебе умереть.
25 тонн ломбарит. Это лед воздушный. Это какой лед? Это агроинновация. Агроинновация, форагроинновация. Лед 80 тонн есть, будет на семена, будет продавать на семена. Вот Тим вообще маленький вес ставит. Семен переехал с правой стороны, 8 гербицидов. труженики земли чувашской. Ирагун будар хизем лет паназем, Менебур уйген эщинезем, агрономзем, механизаторзем, Теребурниде, чун терерень уям я тебе, саламатпа! День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с 1999 года ежегодно отмечает в нашей стране примерно треть населения России. Другого профессионального праздника, который по праву считает своим такое количество работающих людей, просто нет. Труженики полей и ферм, руководители и специалисты сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, ученые и аграрии, сельская интеллигенция – это люди, которые определяют облик современного села. И сегодня они заслуживают слов,
особой признательности и даже благодарности, поскольку их труд мы каждодневно видим у нас на столе. Он в каждой буханке хлеба, каждой кружке молока. Мы все, кто ежедневно пользуемся плодами труда тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сегодня хотим от всей души поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать всегда хорошей погоды и обильных урожаев. И для торжественного открытия праздника на сцену приглашается глава администрации Цивильского района Сергей Геннадьевич Артамонов. Ürün Хизепле, Шерби район, Шерещенезем, Хакла ветеранзем, Кетнеханазем. Добрый день, уважаемые жители Цивильского района, труженики села, наши гости, ветераны уважаемые. От всей души поздравляю вас с праздником, Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Во все времена труд кормильца пользовался почетным и уважением. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь созидательному делу аграриев, животноводов и тех, кто трудится в перерабатывающей отрасли. Агропромышленный комплекс является основным сектором экономики района, и от его эффективной работы во многом зависит стабильность социально-экономической ситуации в районе. И нас радует, что сельское хозяйство становится прибыльной отраслью. За 9 месяцев в сельхозорганизации Цивильского района прибыль составила 343 миллиона рублей или в 2,2 раза больше к уровню 2013 года. Агропромышленному комплексу за 9 месяцев текущего года оказана государственная поддержка на сумму 60 миллионов рублей. Улучшение экономической ситуации в отрасли позволило повысить уровень заработной платы работников сельскохозяйственных предприятий. За 8 месяцев 2014 года она составила 15 794 рубля или 110% к уровню 2013 года. Несмотря на засушливое лето и своевременно оказанной государственной поддержки, благодаря неустанному труду тружеников села и своевременно оказанной государственной поддержке удалось сохранить тенденцию роста сельскохозяйственного производства. Индекс производства продукции во всех категориях хозяйств за 9 месяцев текущего года составил 113%, по республике 105%, или в действующих ценах 1 миллиард 899 миллионов рублей. На 100 гектаров сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на сумму более 3,3 миллионов рублей. Посевная площадь составила более 28 тысяч гектаров или 106% к уровню 2013 года. В текущем году по оперативным данным в первоначально оприходованном весе собрано 45 700 тонн зерна. Это второй показатель по валовому сбору среди районов Чувашской республики после Бурунарского района. Но мы здесь не рискнули Бурунарский район, так как Сергей Владимирович у нас тоже с Бурунарского района, обогнать, и заняли почетное второе место. У нас нет кукурузы. Средняя урожайность зерновых и зерновобовых культур составила 23,7 центнера с 1 гектара, по республике 22 центнера с 1 гектара. Высокие урожаи получены в филиале «Авангард», «Цивильский бекон», «ОА», «Чувашский бройлер», «Чувашский НИИСХ», Россельхозакадемии, ВДС и остальных предприятиях. Собрано более 28 тысяч тонн картофеля со средней урожайностью во всех категориях хозяйств со средней урожайностью 188 центнеров с гектара, 10 тысяч тонн овощей со средней урожайностью 280 центнеров с гектара. Собрано более 10 тонн сухого хмеля. Хозяйства нашего района сделали неплохой задел под урожай будущего года. Озимых культур посеяно на площади 7 тысяч гектаров, что на 2500 гектаров больше прошлого года. В том числе зерновые 6710 гектаров и технические культуры 300 гектаров. Подводя итоги состояния отрасли животноводства за 9 месяцев, необходимо отметить, что в хозяйствах всех категорий произведено
9 тысяч тонн мяса, скота и птицы в живом весе, или 100% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе в сельскохозяйственных организациях более 7 тысяч тонн, или 101% к прошлому году. На 100 гектаров сельхозугодий произведено мясо 328,7 центнера. Основное производство мяса получено за счет развития мощностей свиноводства в филиале «Авангард Сибирский бекон», где произведено мясо свинины в живом весе более 7 тысяч тонн, или 104% к прошлому году. Среднесуточный привес на выращивание и откорме молодняка крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях составил 518 граммов, или 107% к аналогичному периоду прошлого года. Среднесуточный привес на выращивание и откорме молодняка свиней составил 654 грамма, или 105%. Я вот эти цифры почему зачитываю? Понятно, эти цифры, они напрягают, и не каждому может быть интересно, но у нас есть ветераны вот среди нас. Они работали 20 лет назад, кто-то 30 лет назад, кто-то 10 лет назад. Когда мы последний раз встретились с ветеранами, кстати, этому ветерану мы сегодня слово предоставим, он достал свой блокнот и начал мне показывать, в каком году какая урожайность была, привес и так далее. Я думаю, давайте не будем с доклада убирать, все эти цифры зачитаем, чтобы всем было интересно. Поэтому вот я чуть подробнее на этих цифрах сегодня останавливаюсь. Производство молока в хозяйствах всех категорий составило более 15 тысяч тонн, или во всех категориях 98,5% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе в сельскохозяйственных организациях производство молока увеличилось на 19% и составило 2200 тонн. К сожалению, надо признать, что в последние годы снижается производство молока в хозяйствах населения из-за значительного сокращения поголовья дойного стада. Здесь мы с вами не дорабатываем абсолютно. Мы в сельских поселениях за один год стало коров меньше на 673 головы. Это очень большая цифра. Мы обленились. Видимо, некому работать, или мы ленимся и так неплохо живем. Но я считаю, что сегодня и цена на молоко очень достойная. Я уверен, что мы с вами вот это вот переломим сами себя. И динамику в следующем году в этом направлении мы с вами должны улучшить. Нас не может радовать сегодня, что поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях растет. По сравнению с 2013 годом увеличилось на 24%, на 460 голов. Динамика, ну, если считать проценты, 19%, конечно, это много. За один год совершить какое-то чудо или за два невозможно. Но мы здесь понимаем, что этого очень мало. Есть районы, которые сегодня получают, доят, сдают, продают 150-180 тонн молока в день. Это живые деньги, это дальнейшее развитие районной экономики и так далее. Есть большая динамика, но и предстоит сделать тоже много. Произошло снижение поголовья свиней на 6,3% и составило 39 228 голов. Снижение поголовья свиней произошло в связи с увеличением спроса и реализацией большого поголовья свиней в филиале «Авангард». В прошлом году было сложнее продать, в этом году свиней не хватает. Для нас, хотя поголовье чуть понизилось, но этот показатель у нас радует, то, что есть спрос и продается по соответствующей цены и по нормальной цене. Поголовье птицы в сельскохозяйственных предприятиях составило 54 542 головы, 108% к прошлому году. В крестьянско-фермерских хозяйствах птицы стало 64 190 голов, 138% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние годы в районе проведена большая работа по привлечению инвестиций и освоению неиспользуемых земель. Только за последние 3 года введены все в оборот земельные участки на территории 10 обанкротившихся или ослабших хозяйств. Появились инвесторы, которым не безразлично сельское хозяйство, и у сельских жителей появилась реальная возможность работать у себя в родной деревне, в родном хозяйстве, что немаловажно для аграрного района. Если раньше часто мы слышали в каждой деревне то, что негде работать, нет колхозов, обанкротились колхозы, сегодня все наоборот. Сегодня нужны кадры, нужны люди, и некому работать.
И те люди, которые жаловались, они по сегодняшний день не работают нигде. Вот эту ситуацию нам тоже надо переломить, и это очень важно. За последние 3 года приобретено 120 единиц техники на общую сумму более 276 миллионов рублей. Много техники куплено в этом году, закуплено в ВДС, в Авангардно-Сирийском беконе, КФХ Федорова Игоря Николаевича, основные суммы и в других хозяйствах. В результате реализации в районе 16 инвестиционных проектов на сумму более 113 миллионов рублей дополнительно создано более 60 рабочих мест. С начала реализации приоритетного национального проекта развития АПК 5253 заемщика, это каждая 3-я семья в Сирийском районе, получили льготные кредиты на сумму более 1 миллиарда рублей для развития личных подворий. Из них только в текущем году 444 семьи получили кредитов на сумму 112 миллионов рублей. Отрадно отметить, что за последние 3 года 7 начинающих фермеров района по программе поддержки начинающих фермеров получили государственную поддержку в форме гранта на развитие крестьянско-фермерского хозяйства на сумму более 7 миллионов рублей. Подытаживая сказанное, подчеркну, наша задача сделать сельское хозяйство инвестиционно привлекательным, вывести его на новый этап развития при сохранении в селе традиционного уклада жизни. Совершенно понятно, что прорыв в экономике, в социальной сфере невозможен без позитивных изменений в жизни села. И сегодня настало время думать о его перспективах. Сегодня нужно неравномерное, а точечное развитие села, где сельхозпроизводство самое передовое. Дороги, дома культуры, физкультурно-оздоровительные центры на уровне высоких стандартов, а если школа, то современная. Только за этим будущее. Хотел бы отметить, что достигнутые положительные результаты в сельскохозяйственном производстве у нас никто не отнимет. Нас, руководителей, волнуют нерешенные проблемы. Одна из них – это уменьшение объемов производства картофеля и овощей и внедрение системы орошения. К сожалению, если в оборотах в последнее время наш второй хлеб выводится. Среди сельхозпредприятий, я имею в виду, ладно, за счет частного сектора у нас еще картофель, вот я как уже цифру назвал, 28 тысяч тонн, это немало, но в сельхозпредприятиях надо тоже задуматься, те предприятия, нам над этим нужно поработать. Одна из следующих проблем сегодня, то, что недоступно для крестьян рынки сбыта, необходимо менять систему закупок молока, выстроить систему обеспечения кормами личные подсобные хозяйства и так далее. Вот мы часто слышим в сельских поселениях, бабушки говорят, где взять зерно, где взять солому, и так далее, и так далее. Вот это вот, над этим мы, конечно, очень пытаемся, работаем с нашими руководителями сельхозпредприятий. Мы должны с вами обязаны сделать все для того, чтобы обеспечить кормами. Оттуда и спад поголовья в деревнях. Следующая проблема – это, конечно, нехватка квалифицированных кадров на селе. Как говорят, нет человека, нет инвестиций, деньги даются человеку. Будет человек поручиться, обещает выполнить. Там, сегодня получил 100 миллионов, завтра вернул 105 миллионов. Будет человек, будут деньги. Поэтому это тоже очень важно. Завершение. Также в районе остается проблема завершения ввода всех оборот земель, которые сегодня не используются по назначению. Если когда-то в старые добрые времена нас интересовал каждый участок рядом с столбами, каждый треугольник на краю дороги, поле и так далее, мы на них теперь вообще не обращаем внимания. Освоены все большие площади. Сегодня в районе земель не хватает. Предприятия в сельском хозяйстве думают, и как около 4000 гектаров ведутся переговоры, чтобы начать осваивать земельные участки в других районах. Это не совсем правильно, когда у нас есть земельные участки, про которые я говорил, на которые мы не обращаем внимания, и в ближайшее время эти участки должны быть освоены. Хотелось бы сказать еще об очевидной общей проблеме про дороги. Это возможности муниципалитетов по освоению своих полномочий по ремонту и содержанию дорог. Сегодня, к сожалению, эти цифры ничтожны. Конечно, это очень мало, и растет качество жизни населения везде. Ну и молодежь все понимают, что растут требования, улучшается жизнь. И мы должны пересмотреть и больше пытаться сделать так, чтобы строить больше дорог в год. И мы понимаем, что ни о каком развитии экономики в районе нельзя говорить без каких-то дорог современных. У нас еще много нерешенных проблем. У нас есть ошибки
а у кого их нет. И в мире сегодня, где в мире сегодня решены все вопросы. Много из задуманного нам предстоит воплотить в реальность, создать, построить. Многое нужно изменить к лучшему в экономике, в социальной сфере, в жизни наших граждан. Самое главное – чувствовать доверие со стороны граждан, каждый день работать над повышением качества жизни. Всегда говорить людям правду, как бы она ни была подчас непроста. Нам нужно научиться это делать. Уверен, мы в состоянии сделать все и сделаем, опираясь на широкую общественную поддержку. И вместе, безусловно, добьемся победы. Ведь тружеников села всегда отличали природная мудрость, рачительное отношение к земле кормилицы, внимание к ближнему, стойкость, терпение и, главное, трудолюбие. Мы гордимся тем, что в нынешнем году собран хороший урожай. Растут объемы производства, энергично и грамотно ведут свою хозяйственную политику наши уважаемые руководители хозяйства. Спасибо вам большое. Особые слова благодарности, конечно, хочется сказать сегодня нашим ветеранам. То, что мы получили такое наследство, и мы сделаем все для того, чтобы это наследство дальше приумножить. У нас испокон веков ценился труд хлебороба и складывалось особое уважительное отношение к крестьянскому сословию. Конечно, как говорится, не хлебом единым сыт человек, это правда. Но без хлебушка вообще невозможно жить. И справедливо у нас в народе говорят, что хлеб всему голова. Так было, так есть и будет всегда. Еще раз с праздником наши сельские труженики. Новых вам успехов, удачи, здоровья и, конечно, больших, богатых и щедрых урожаев. С праздником! Спасибо большое. Ну а мы продолжаем, дорогие друзья. Сегодня настоящий праздник. Давайте еще раз аплодисментами поздравим друг друга с праздником вас! Но я вижу, что очень приятно, что в зале на самом деле в День сельского хозяйства столько много прекрасных женщин. Мужчины, поаплодируйте женщинам нашим, труженикам. Ну а теперь, конечно же, женщины аплодируют нашим мужчинам, славным героям. Спасибо огромное. Ну а мы с своей стороны, конечно же, продолжая нашу программу, хочется еще и поздравить, не только поздравить, но и подарить музыкальный подарок. Это у нас. Итак, дорогие друзья, встречаем для вас на сцене выступает ансамбль «Дуняша». Встречаем аплодисменты! Все мои мечты, сам в сердце
аплодисменты министру сельского хозяйства Чувашской Республики Сергею Владимировичу Павлову. Аплодисменты, друзья. Добрый день, уважаемые труженики сельскохозяйства Цивильского района, дорогие наши ветераны. Разрешите мне от имени главы Чувашской Республики, правительства Чувашской Республики поздравить с вашим профессиональным праздником, поблагодарить за те успехи, которые вы добились в этом году. Традиционно каждый год после завершения всех полевых работ каждый район собирается, подводит итоги, ставит перед собой задачи. И также и Цивильский район, глава администрации Цивильского района сегодня выступил, правильные задачи поставил. Но я хочу сказать, что этот год, как и, наверное, предыдущие многие, были непростыми. В целом по республике, вы знаете, что была засуха, у нас 3-4 даже, южных районов очень сильно пострадали от этой засухи. Это вот Батовский, Комсомольский, Шумушинский, Яльчский районы. Но в итоге в этом году мы собрали неплохой урожай. Это в первоначальном приходном весе более 570 тысяч тонн. Это где-то на 40% выше уровня прошлого года. Конечно, большую долю в этом занимает как раз Цивильский район, потому что он входит в число 4 районов, которые намолотили больше 40 тысяч тонн. Это у нас вот Цивильский, Бурнарский, Батовский и Яльчский районы. И динамика вот этого развития за последние годы Цивильского района, она налицо. Сергей Геннадьевич уже сказал, что уменьшается неиспользованные земли. Да, действительно, практически остались небольшие кусочки, и, конечно, большие крупные предприятия, может быть, неохотно идут туда, а хотят идти, где большие массивы. И, наверное, их можно понять, но все-таки в нашей маленькой республике, где одна из самых высоких плотность населения, я думаю, что вот не использовать землю – это преступление. И давайте, цивиляне, поддержите нас, поддержите республику, все-таки эти земли нужно обрабатывать. Второй момент, конечно, Цивильский район является также и лидером в животноводстве, в особенности это свиноводство. Вот на слайде было представлено, где-то 30% поголовья свиней находится в Цивильском районе. Конечно, это радует, и самое главное радует то, что эти планы, то есть планы по развитию свиноводства, они и дальше есть, и я разговаривал с руководителем, Николай Григорьевич, наверное, сегодня здесь нету. На следующий год планируется строительство еще одной фермы, это на маточное поголовье свиней, и это даст новые рабочие места и увеличит объемы производства. Что касается разведения крупнорогатого скота или развития молочного скотоводства, конечно, здесь вам есть к чему стремиться. Я могу сказать, что вот у нас в целом, если по республике, понятно, поголовье коров у вас увеличивается, и рост он самый, можно сказать, хороший. И за это я благодарю тех руководителей, которые занимаются развитием молочного скотоводства. Но если взять по качественным показателям, по продуктивности, то здесь вот, у нас лучшие районы – это Яльчикский, Ядринский, Марпасадский, которые в прошлом году уже надоели средний по району свыше 5000 литров. Средний по республике у нас в этом году будет 4600. По Цивильскому району до 4000 дотянем в этом году или натянем, еще вопрос. Поэтому здесь без модернизации, без строительства новых ферм, без внедрения новых технологий, конечно, этого достичь будет тяжело. Поэтому я считаю, что это тоже ваша, как сказать, первоочередная задача. И я думаю, что у вас есть потенциал, те люди, кадры, которые могут это воплотить в жизнь. И чтобы Цивильский район стал и в молочном скотоводстве одним из передовых, так как это ставится приоритетом в развитии сельского хозяйства на последующие годы не только у нас в Чувашской республике, но и по Российской Федерации в целом. Но в целом хочу сказать, что Цивильский район развивается не только в сельском хозяйстве последние годы, но и во всех отраслях. И
я хочу поблагодарить главу администрации Сергея Геннадьевича за то, что заставляет своих работников участвовать во всех программах, в том числе и социальное развитие села. Вы помните, в прошлом году село Чувашки был построен стадион с искусственным покрытием. Ежегодно участвуют в программе улучшения жилищных условий граждан и молодых семей на селе. В этом году 12 молодых семей улучшили свои жилищные условия. К сожалению, у нас есть такие районы, в этом году в Марпасадской ни одного молодого специалиста не предоставил эту субсидию в связи с тем, что просто не было. Конечно, это плохо. А у вас в этом плане развивается нормально, поэтому так держать. Мы со своей стороны всегда будем поддерживать вас и помогать в тех направлениях, которые, скажем, у нас предусмотрены в государственной программе. В завершение я хочу поблагодарить всех руководителей сельхозпредприятий, всех тружеников села Цивильского района за тот вклад, который вы вносите в копилку показателей развития сельского хозяйства Чувашской Республики. Еще раз вам большое спасибо, желаю успехов, здоровья и семейного благополучия. Спасибо огромное. Сергей Владимирович не с пустыми руками, а с наградами. Конечно, для участия в церемонии вручения правительственных наград на сцену приглашается глава администрации Цивильского района Сергей Геннадьевич Артамонов. И глава Цивильского района Татьяна Геннадьевна Кузьмина. Благодарность главы Чувашской Республики объявлена Арсентьеву Леониду Петровичу, оператору по уходу за животными филиала общества с ограниченной ответственностью «Авангард» Цивильский Бекон. Синякову Ирину Ивану Владимировичу, дояру сельскохозяйственного предприятия «Цивиль», филиала закрытого акционерного общества «Агрофирма Вкуснар». За высокие производственные показатели в сельскохозяйственном производстве, многолетний и добросовестный труд, благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации объявлена. Хлебниковой Генриете Николаевне, агрохимику Федерального государственного учреждения Государственный центр агрохимической службы Чувашский. Блинову Вячеславу Витальевичу, заместителю директору Цивильского хлебоприемного предприятия, филиала казенного унитарного предприятия Чувашской Республики, Продовольственный фонд Чувашской Республики. За высокие производственные показатели в сельскохозяйственном производстве, многолетний и добросовестный труд наградить почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики Захарову Валентину Георгиевну, агрохимика Федерального государственного учреждения Государственный центр агрохимической службы Чувашский. Григорьева Алексея Аркадьевича, слесаря свинотоварной фермы общества с ограниченной ответственностью ВДС. Игнатьева Олега Николаевича, механизатора Государственного научного учреждения Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Максимову Елену Николаевну, главного агрохимика Федерального государственного учреждения Государственный центр агрохимической службы Чувашский. Васильева Гурия Александровича, начальника участка сельскохозяйственного предприятия «Цивиль», филиал закрытого акционерного общества «Вкуснар». Бардасову Елизавету Михайловну, агрохимика Федерального государственного учреждения Государственный центр
агрохимической службы Чувашский. Признать победителями районных конкурсов и наградить дипломом и чемпионской лентой следующих номинантов. Лучшие комбайнеры 2014 года. Арсентьев Леонид Петрович, механизатор филиала общества с ограниченной ответственностью «Авангард», Цивильский Бекон. Водитель 2014 года Максимов Сергей Васильевич, водитель Федерального государственного унитарного предприятия «Колос». Наградим бурными аплодисментами наших победителей. Благодарность главы администрации Цивильского района объявлена Гаврилову Алексею Григорьевичу, оператору зерносушильной установки общества с ограниченной ответственностью ВДС. Мочалову Александру Юрьевичу, трактористу Федерального государственного унитарного предприятия «Колос». Мочалову Артуру Юрьевичу, трактористу Федерального государственного унитарного предприятия «Колос». Яковлеву Сергею Ивановичу, водителю Федерального государственного унитарного предприятия «Колос». Ивановой Инге Юрьевне, научному сотруднику Государственного научного учреждения Чувашской научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии. Леонтьеву Владиславу Валентиновичу, пожарному Цивильского хлебоприемного предприятия, филиала казенного унитарного предприятия Чувашской Республики, продовольственный фонд Чувашской Республики. Федорову Андрею Николаевичу, водителю сельскохозяйственного предприятия «Цивиль», филиал закрытого акционерного общества «Куснар». Петровой Розе Вячеславовне, бухгалтеру сельскохозяйственного предприятия «Цивиль», филиал закрытого акционерного общества «Куснар». Иртюшу Владимиру Ильичу, обработчику ветсанбрака Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики, Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод. Прокопьеву Валерию Николаевичу, главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Фиалка». Васильевой Наталье Олеговне, заведующей Степно-Тугаевским ветеринарным участком. Чиркиной Надежде Петровне, главе крестьянского фермерского хозяйства Чиркиной.
организацию работы по постановке сельскохозяйственной техники на зимнее хранение вручить диплом первой степени и денежный приз коллективу мехпарка филиала общества с ограниченной ответственностью «Авангард» Цивильский бекон, занявшему первое место. Директор Федотов Юрий Александрович. Дипломом второй степени и денежный приз коллективу мехпарка общества с ограниченной ответственностью ВДС. Директор Ефимов Борис Николаевич. Аплодисменты, друзья, давайте еще раз поздравим самых лучших. Диплом третьей степени и денежный приз вручается коллективу мехпарка Федерального государственного унитарного предприятия «Голос» Россельхозакадемии, занявшему третье место, директор Митрофанов Эдуард Бивич. За своевременную и качественную подготовку животноводческих ферм и комплексов в зиме вручить диплом первой степени и денежный приз коллективу общества с ограниченной ответственностью «Бурнарец», занявшему первое место. Диплом второй степени и денежный приз вручается коллективу сельскохозяйственного производственного кооператива «Гвардия», занявшему второе место. Диплом третьей степени и денежный приз коллективу сельскохозяйственного производственного кооператива «Память Ульянова», занявшему третье место. Дорогие друзья, поддерживаем бурными аплодисментами наших победителей. И благодарность вручается Павлову Сергею Владимировичу, заместителю председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министру сельского хозяйства. Зачитаю. Администрация Винского района искренне благодарит вас за большой и неоценимый вклад в развитие агропромышленного комплекса нашего района. Благодаря вашим усилиям аграрный комплекс получает новый импульс для дальнейшего развития. Убежден, что общими усилиями мы вернем крестьянскому труду тот почет и уважение, которыми он пользовался в нашем Отечестве на протяжении веков. Желаю вам здоровья, благополучия, добра и процветания во благо родной республики. И такой небольшой памятный подарок. Время Цивильское. Спасибо, конечно, за подарок. Хочу сказать, что действительно с Цивильским районом приятно работать и приятно помогать тем, кто хочет и может работать. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну а теперь я со всеми передовиками фото на память. Но остальные гости давайте поддержим бурными аплодисментами наших передовиков и победителей.
гости нашего праздника, дорогие ветераны, труженики сельского хозяйства, разрешите мне поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать мира, добра, крепкого здоровья, счастья и всего замечательного. Вот как-то принято говорить, что каждая профессия, каждая специальность особо примечательна чем-то и имеет что-то специфическое, что присуще каждому человеку, представляющему эту отрасль. И как бы мы не отдавали приоритеты той или иной специальности, профессии, в которой работаем, все-таки от всех тех, кто не представляет отрасль сельского хозяйства, разрешите подчеркнуть и сказать, что вот эта сфера отрасли сельского хозяйства, ваш труд, дорогие представители этой отрасли, он самый уникальный, самый особенный, самый сложный, самый ценный и необходимый на этой земле. Потому что вы обеспечиваете жизнь на земле, вы обеспечиваете каждому благосостояние. И как бы далеко не шел прогресс, вот мы сегодня уже говорим о больших гигантах, которые появляются в этой отрасли, о великих темпах модернизации этой отрасли. Все эти цифры, показатели, на слуху уже. И тем не менее, все равно это самый сложный, самый, на мой взгляд, невыносимый труд, который вы взвалили на свои плечи. Низкий вам поклон, уважаемые труженики сельского хозяйства. Дай Бог вам крепкого здоровья. Пусть всегда вам благоприятствует хорошая погода, светит солнце, льют дожди, когда нужно, когда необходимо светит яркое солнце. В общем, всего самого доброго. И от всех нас самые теплые слова признательности и низкий поклон. И надеемся, что наш Цивильский район будет всегда идти в ногу с республикой нашей солнечной, и с великой Россией. Всего доброго. Почетной грамотой Цивильского района и денежным призом наградить Фадееву Маргариту Филипповну, ведущего научного сотрудника, консультанта Государственного научного учреждения Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии. Белкову Веру Витальевну, старшего повара Федерального государственного унитарного предприятия «Колос». Никифорову Людмилу Васильевну, свинарку Центральной свинотоварной фермы Федерального государственного унитарного предприятия «Колос». Губмакова Сергея Николаевича, экономиста Федерального государственного бюджетного учреждения Государственный центр агрохимической службы Чувашский. Фадеева Андрея Анатольевича, директора Государственного научного учреждения Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии. Губанова Михаила Федоровича, ведущего специалиста Цветского хлебоприемного предприятия, филиала казенного унитарного предприятия Чувашской Республики, Продовольственный фонд Чувашской Республики. Егорову Надежду Васильевну, заведующего складом общества с ограниченной ответственностью ВДС. Мочалова Юрия Федоровича, тракториста Федерального государственного унитарного предприятия «Колос». Григорьеву Светлану Анатольевну, оператора по уходу за животными филиала общества с ограниченной ответственностью «Авангард».
Цивильский Бекон. Григорьева Евгения Владимировича, водителя государственного унитарного предприятия Чувашской Республики Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод. Пушкова Александра Леонидовича, механизатора сельскохозяйственного предприятия «Цивиль», филиала закрытого акционерного общества «Куснар». Павлову Галину Вавиловну, цветовода общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Фиалка». Никифорову Людмилу Васильевну, свинарку Центральной свинотоварной фермы Федерального государственного унитарного предприятия «Колос».
добрый день, дорогие друзья, коллеги, ветераны. Мне сегодня удалось здесь видеть людей, с которыми я работал еще в середине, начале 80-х. Именно на земле Тивильской. Что могу сказать? Год 14 для Тивильского района, для тружеников сельского хозяйства, он, я не хочу сказать удачным, а действительно случилось то, что к чему мы стремились. Просто вложили столько труда, умений, знаний, а земля на ей возвращает. Ни мною не сказано, ни мною придумано, земля любит, когда пашется. Он вдвойне, тройне отдает, когда к нему человек поврается лицом. Те площади, которые мы в Тивильском районе начали обрабатывать, те площади, которые, говорю, земли, которые обрабатывают Чувашский бролер, да, они тоже как бы назывались заброшенными. Не хочу сказать, что они были заброшены, просто чуть-чуть не доходило рук человеческих, может быть, до них, и вот мы уже 3-й год занимаемся на этих площадях, и тоже получаем большие урожаи, будем говорить, ну получаем, работаем здесь. Я всегда говорил и говорю, что на земле, в сельской местности, на селе, в фермах работают только люди, которые преданы этой профессии. Нельзя сказать, что они фанаты. Они просто родились на этой земле, они воспитались, видя, как работают их родители, деды, бабушки. И вот эти люди, которые сегодня остались работать на земле и не бросают это землю, молодцы. Спасибо вам большое. Здоровья вам всем. Успехов. И очередной раз мы поняли, что земля Тивильская, она плодородная, надо на нем работать только. На ней ожидать, ждать, кто придет, когда придут, что сделают. Мы с вами вместе. Мы это делаем, мы знаем. И поэтому, друзья, дай Бог вам всем здоровья, радости, счастья. Ну, сказали, дождей, конечно, и дождей, и солнца, и снега много, и холодов надо все. Все должно быть на земле то, что природой она определена. А вам всем, друзья мои, верю, что мы делаем хорошее дело. И тем более цивиляне, они вообще молодцы. Вот мы работаем в 3 районах: Тивильский район, Чебоксарский район, Красноармейский район. Так сложилась наша судьба, что и там работаем, там и там, везде работаем. Но мы делаем одно дело: пашем землю, растим хлеб, выращиваем птицу, кормим народ. Все это наше общее дело. Позвольте еще раз поздравить вас всех с праздником работников сельскохозяйства, производства, перерабатывающей промышленности. Мы с вами вместе. Это та надежда России. Это надежда, которой мы прокормить должны. Это у нас получается. С праздником всех. Здоровья.